раздали вам сегодня еще один документ, который приняла наша организация, приняли активисты поля протеста. Опять же, именно из-за той реакции, которая идет снизу, от народа. Вот, то есть, вот именно звонков, от этих собраний, которые проходили, от частных разговоров. То есть мы, вот актив, наш аналитический центр собрался, и так как мы не видим из среды крымских татар, что кто-то это делал, то есть Меджлис вообще показал свое лицо опять, то есть он говорит о бесконфликтного, да, борьбы за свои права, но при этом крымские татары, которые вербуются сегодня Меджлисом, тоже там и есть. Это не конфликт? А тоже крымские татарские ребята есть, которых они вербуют и отправляют туда. И которым деваться некуда, потому что там их подводят к командиру, который отвечает за участок, и который же командует им и приказывает: иди туда. Это бесконфликтный путь борьбы. И поэтому и другие общественные организации как-то так наблюдательную позицию выбрали. Мы не можем с этим мириться, и наша организация сделала обращение к нации, в первую очередь, к крымско-татарскому народу. То есть мы вам его раздали, оно такое емкое, ну такое большое получилось, я его зачитывать не буду. Но я хочу сказать крымским татарам, через вас, чтобы вы донесли, что во всем этом конфликте, не дай Бог, мы просим Всевышнего, чтобы он не допустил этого, потому что все в его руках. Чтобы он не допустил этот конфликт, но если, не дай Бог, люди, да, потеряв разум, пойдут вот дальше того, что они сделали. Они вот так много уже сделали. Это уже история. Понимаете? То первый, один из самых пострадавших в этом конфликте будут крымские татары. Потому что мы сегодня знаем, это мы не знали. Мы когда даже возвращались на родину, когда мы не знали истинную суть 1944 года. Сегодня наши ветераны национального движения докопались, оказывается, до сути происходило, то, что случилось в 1944 году. В 1944 году был вопиющий акт мировой элиты против крымских татар. Это мировая элита нас выслала. Это мировая элита нас, американская элита нас выкинула с нашей земли, поставив Сталина в очень тяжелый, приперла в Сталина танками Гитлера под Москвой. Одно из условий помощи западных элит Сталину было в итоге потом, чтобы убрать Севастопольскую базу советскую и очистить Крым от крымских татар. И когда в 1944 году, в июне месяце, помните, да, Черчилль, Рузвельт, Сталин, где они встретились? В Ялте. В Ялте, в Ливадийском дворце. Зачем они приехали сюда? Что, в других местах не было? Они приехали посмотреть, выполнил ли Сталин одно из условий договора. И я хочу сказать крымским татарам, которые сегодня нас называют сибатушками и унижают наших активистов своими карикатурами в интернет-сетях, что сегодня эти люди, не боясь, заявляют об этом, потому что об этом сегодня даже думать страшно. А некоторые наши лидеры, так называемые в кавычках, работают на эти элиты до сих пор. Вы куда людей вербуете? Ведь Майдан – это антиправительственная сейчас ситуация, ведь за это же будут отвечать. Ты, Мустафа Джемилев, не будешь отвечать, у тебя неприкосновенность. А наши ребята, которых там зафиксировали, вы знаете, на каждый телефон пришла смс-ка. Вы участник массовых беспорядков. То есть, значит, он знает, где он живет теперь, как его фамилия и так далее. Не будут отвечать? Будут отвечать. Кто? Опять мы. Уже мы пострадали за то, что мы участвуем в этом бардаке. Это бардак, это по всем понятиям. Это в религию от Господа нашего. Это запрещенное действие. Выступать против правителей в нашей религии вообще от Господа миров запрещено. Все, нельзя этого делать. Если он несправедливый, значит это наказание свыше нам. Если он несправедливый. Если он справедливый, значит это милость к нам, к рабам. Но выступать силой нельзя, надо себя посмотреть. Мы хотим как в Европе жить. Что, Европа нам бесплатно все даст, надо работать?
И все будет у тебя нормально. Вот, вопрос простой. Работаешь, живешь хорошо, не работаешь, тебе никакая Европа не поможет. Ну так и Европе работать надо. Работать надо, просто-напросто. Выходить в поле, сеять пшеницу и так далее, и так далее. Что ты там можешь? А корнями бросать много мозгов не надо. Теперь наш народ должен понять, что сегодня, если на Украину придет прозападная элита, будет жестко поставлен вопрос отсечения Крыма от Украины. Это мы знаем сегодня. О закрытии Севастополя, но это уже геополитические моменты и так далее, и так далее. Понимаете? Сталин когда-то взял деньги, но их не отдал. Понимаете? Все как бы, еще все как бы существует. И главный, один из препятствий на этом пути, чтобы Крым ушел вообще в другом направлении, это крымские татары. Поэтому Мустафа Демилев 20 лет уничтожал вообще все татарское. Чтобы татарам было безразлично, что будет происходить в Крыму. И мы сегодня видим, нашей молодежи в большинстве все равно. Наша молодежь не чтит ветеранов, не чтит предков, не чтит религию, ничего, и все равно, лишь бы вот сегодня было хорошо. Задача выполнена в этом плане. Чтобы крымским татарам было безразлично. А те крымские татары, которые будут сопротивляться этому, мы с ними поговорим. Мы их будем уничтожать. Это я слова те говорю. А таких будет с каждым днем больше и больше, потому что татары будут открывать глаза на все это. Но будет уже поздно. И поэтому мы сегодня обращаемся, вот сделали обращение к нации. Да, я хочу об этом, чтобы это сказал пару слов Фазылова, как ветеран национального движения. Я тоже как бы имею отношение очень плотно к национальному движению, но я даю это право Фазылова и тоже скажу после его выступления 2 слова по этому поводу.